Канал БСТ работает на площадке 12-го Уральского форума информационной безопасности, финансовой сферы. И гость нашей открытой студии Валерий Владимирович Лях, руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального банка России. Валерий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. 2600 недобросовестных участников рынка было выявлено по итогам прошлого года Банком России. Как вообще выглядит сама схема? В какой сфере мошенничества преобладали и о каком ущербе идет речь? Самое массовое мошенничество, вернее, деятельность на рынке нелегальных услуг на финансовом рынке – это деятельность черных кредиторов, нелегальная деятельность по микрофинансированию. Таких организаций, предоставляющих деятельность черных кредиторов, в прошлом году было выявлено 1848 по всей стране. И 237 организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид, было выявлено в 2019 году. Пирамид было выявлено больше, чем в 2018 году, черных кредиторов меньше. Но черные кредиторы – это те организации, которые по-прежнему имеют самый большой вес с точки зрения нелегальных участников финансового рынка. Как выглядит Башкирия в разрезе субъектов? Где мы? В среднячках, в красной зоне? В Башкирии достаточно распространены были услуги нелегальных кредиторов. Их было выявлено в прошлом году 36. И 13 компаний имели признаки финансовых пирамид. В целом, конечно, Башкирия представляет определенный интерес для тех, кто занимается мошеннической деятельностью в среде нелегальных кредиторов, в среде строительства финансовых пирамид. Но при этом нужно признать, что и прокуратура, и правоохранительные органы Башкирии также уделяют внимание этому направлению деятельности и активно противодействуют недобросовестным практикам на финансовом рынке. Но задача Центробанка – выявлять этих самых недобросовестных участников рынка. Вы следите вообще за статистикой? Доходят дело до суда, есть наказанные? Да, зачастую деятельность по недобросовестным практикам на финансовом рынке, нелегальная деятельность на финансовом рынке, так или иначе попадает в суды, и в судах, в общем-то, принимаются решения в отношении наказания организаторов подобных недобросовестных практик. Есть ли какие-то региональные особенности? Например, у Башкирии мы прародители дрейфпрома. В Башкирии есть те нелегальные участники финансового рынка, либо финансовые пирамиды, которые изначально появлялись здесь и дальше распространяли свою практику на территории всей страны. При этом, конечно, отдельное внимание Банк России уделяет тем организациям, которые именно начинают свою деятельность на локальном уровне. Есть и региональные аспекты деятельности, хотя в целом большинство финансовых пирамид, которые действуют сейчас, это финансовые пирамиды, которые рекламируют свою деятельность в интернет-пространстве. Таких большинство. Связано это с тем, что мошенникам быстро развернуть свою деятельность в интернете и быстро свернуть свою деятельность в интернете. Стоит внимательно смотреть на те услуги, якобы, вернее, услуги, когда мошенники предлагают вам возврат денег, потерянных в финансовых пирамидах, либо юридические услуги, связанные с возвратом деятельности из финансовых пирамид. Подобные якобы услуги – это тоже мошенничество, связанное с тем, что люди знают, кто потерял на финансовых пирамидах, потому что на самом деле те же организаторы финансовых пирамид, и стремятся выкачать как можно больше денег с тех, кто пострадал, рассчитывая на то, что они пожелают вернуть свои деньги. Но финансовых пирамид становится больше, хотя они становятся меньше по своему размеру. Прежних федерального уровня финансовых пирамид сейчас мы не наблюдаем. Те финансовые пирамиды, которые есть, это небольшие пирамиды, которые действуют 3-5 месяцев. Казалось бы, жертвами мошенников зачастую становятся люди самые такие финансово неграмотные, это пенсионеры. Но читала такое, что самыми уязвимыми все же считаются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Это так? Раньше действительно пенсионеры были основной целью строителей финансовых пирамид. Сейчас нет. Сейчас основной целью являются люди от 30 до 50 лет, то есть люди в наиболее экономически активном периоде жизни. То есть пенсионеры неинтересны, у них денег мало? Вы знаете, интересны мошенникам все те, у кого есть деньги. Просто экономически наиболее активны и готовы рискнуть именно люди в возрасте от 30 до 50. То есть пенсионеры все же стремятся сберегать деньги
а не рисковать этими деньгами. Ну, безусловно, есть всякие пенсионеры, некоторые действительно инвестируют активно на финансовом рынке, на легальном финансовом рынке, но, тем не менее, основная цель строителей финансовых пирамид – это вот именно экономически активное население от 30 до 50 лет. И связано это в том числе еще с тем, что деньги, которые в финансовых пирамидах теряются, ну или мошенники их приобретают, связано с тем, что вот люди теряют в них в среднем сумму около 50 тысяч рублей. То есть этой суммой, кажется, люди готовы рискнуть для того, чтобы получить якобы высокую доходность и рискнуть быстро, чтобы быстро получить эту доходность. Но, как правило, заканчивается только потерей тех денег, которые они отдали строителям финансовых пирамид. А выйти из финансовых пирамид сейчас практически никому не удается. Новые виды мошенничества, они появляются. И что бы вы вот отметили по итогам 2019 года? Чего еще доселе не было? Ну, в 2019 году самым популярным способом якобы инвестиций были вложения в криптовалюту, были инвестиции под видом вложений в криптовалюту, либо торговля на криптобиржах. Это был самый такой распространенный продукт среди мошенников. Популярны были также предложения торговли на Форекс-рынке, якобы торговли на Форекс-рынке среди тех компаний, которые не имеют лицензии. Вот таких компаний, нелегальных форексеров, было выявлено 210 за прошлый год. И они действуют в первую очередь в интернет-пространстве и обещают за счет торговли на рынке Форекс высокую доходность в короткий промежуток времени. Ну, в общем-то, зачастую такие компании были зарегистрированы за рубежом, и даже если люди, потерявшие деньги в подобных якобы услугах и подавали в суд, то подавать в суд им приходилось за рубежом. И это одна из опасностей деятельности компаний, которые не имеют лицензии Центрального банка, даже если они имеют лицензию какого-то зарубежного регулятора. Вам в случае проблем разбираться придется в зарубежных судах. Ну вот в Башкирии были тоже такие обучающие курсы, проводили по брокерским, так скажем, услугам, псевдоброкеры, но ведь никого не наказали. Ну, если граждане обратятся в правоохранительные органы, направят информацию в Банк России, система неотвратимости наказания является целью, в общем-то, применения мер воздействия, и непосредственно неотвратимость наказания должна всегда присутствовать за нарушение на финансовом рынке. В сельской местности в основном процветают кредитно-потребительские кооперативы, и все чаще там тоже заселяются мошенники. Очень часто рядом с кредитно-потребительскими кооперативами, которые включены в специальный реестр Центрального банка, появляются организации, которые именуют себя потребительские кооперативы. Так вот, потребительские кооперативы не являются поднадзорными Банку России организациями, и их деятельность направлена на то, чтобы быстро собрать деньги с граждан. И, в общем-то, те услуги, которые они предлагают, это является нелегальной деятельностью. А что делать жертвам черных кредиторов, которые не могут решить проблему самостоятельно? Ну, в первую очередь им нужно обращаться, естественно, в правоохранительные органы, направлять информацию в Банк России. Деятельность черных кредиторов опасна еще и тем, что помимо нелегальных услуг по выдаче денег, в случае, если у вас возникают проблемы и вы вовремя не можете гасить свой долг, подобные черные кредиторы передают ваш долг еще и нелегальным коллекторам, со всеми присущими этой деятельности проблемами. То есть, связывая с нелегальной компанией, которая рекламирует и действует на финансовом рынке и предоставляет свои услуги без лицензии, несертифицированные услуги, естественно, вы подвергаете себя опасности как минимум того, что вы не сможете в своей компании разбираться в случае проблем в легальном цивилизованном поле. Очень много компаний появляется, которые прикрываются понятием сетевой маркетинг. Они говорят о том, что просто реализовывают продукцию, помогают домохозяйкам, мамочкам заработать, так скажем, деньги. Но выясняется, что там не все чисто, и это просто звучит как прикрытие. Зачастую действительно в социальных сетях рекламируются финансовые пирамиды, которые работают по принципу сетевого маркетинга. Нужно четко разделять ту деятельность, когда взамен на продукт вы получаете какую-то услугу,
нормальный принцип сетевого маркетинга, как действуют многие компании, которые действуют в легальном правовом поле, просто используют принцип сетевого маркетинга. И то, когда вы отдаете деньги и обещают вам за это некую услугу, которую вы получите потом, либо продукт, который вы получите потом. Вот очень часто финансовые пирамиды действуют по принципу сетевого маркетинга для того, чтобы вовлекать граждан в их деятельность. То есть что должно насторожить обывателя? Именно то, что услуга будет когда-то там? Естественно, стоит смотреть, а вообще кто-либо получал когда-нибудь такие услуги, либо всем пока только обещают, но берут деньги за это, но пока никто никуда не ездил и услуг не получал. Для того, чтобы отличить легальную организацию от нелегальной на финансовом рынке, в первую очередь достаточно зайти на сайт Банка России и посмотреть, есть ли у данной компании лицензия Центрального банка, либо включена ли она в реестр Центрального банка. На это вы тратите 2 минуты, но этим вы можете спасти свои сбережения и накопления. Появилось такое понятие возвратный лизинг, как вот пояснить, так скажем, опять же, рядовым обывателям, что это такое и в чем проблематика? Суть заключается в следующем. В случае вашей нужды в деньгах вам предлагают продать ваше недвижимое или движимое имущество, например, машину, и заключить с компанией, которую вы продали, договор возвратного лизинга, по которому вы продолжаете пользоваться этим объектом движимым либо недвижимого имущества, но платите некоторый процент регулярно. Так вот, продаете вы свое недвижимое, допустим, имущество за неполную стоимость, например, за 30%, и в течение 3, например, месяцев пользуетесь. Но компании, которые занимаются возвратным лизингом, вот такими недобросовестными схемами на финансовом рынке, делают все для того, чтобы вы вовремя не успевали платить по своим процентам, по своим платежам. С вами действительно заключается официальный договор, но делается все для того, чтобы вы не успевали вовремя платить по этому договору. Схема заранее все продумана. Да, все это продумано, направлено на то, чтобы быстро через суд, в общем-то, зачастую ваше имущество отнять. И проблема в том, что к таким участникам, к таким компаниям, как правило, идут люди, которые находятся в тяжелом положении для того, чтобы заложить свое единственное, в том числе недвижимое имущество. И подобные организации стремятся как можно быстрее у вас его забрать. Теперь остается надеяться, что население перестанет верить в чудеса. Мы надеемся, что наши граждане будут нам действительно активно помогать выявлять финансовые пирамиды и нелегалов на финансовом рынке и сообщать о них не только когда они потеряют в их деятельности деньги, но и будут смотреть на признаки финансовых пирамид и будут аккуратны и осторожны перед тем, как отдавать деньги своим якобы финансовым организациям. Спасибо большое, Валерий Владимирович. А я напомню, гостем нашей открытой студии был Валерий Владимирович Лях, руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального банка России. Таким было интервью сегодня. До встречи в эфире.